ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошла традиционная акция «Ночь искусств». Ежегодно в ней участвует историко-краеведческий музей нашего города. Цель – привлечь население к посещению экспозиций, как постоянных, так и временных, среди которых выставка, посвященная политзаключенным, открытая совсем недавно. Также сотрудники музея организуют для своих гостей познавательно-развлекательную программу. Например, мастер-классы, которые знакомят с историей и культурой коренного народа. В отделе этнографии можно было сделать деревянный жетон с коми-родовыми знаками, пасами, своеобразными семейными метками. Что это такое? Коми-родовые знаки – это символ, который коми-народ раньше изображал на предметах быта, на посуде, на одежде. Именно эти родовые знаки стали основой как раз-таки коми-орнамента, элементами коми-орнамента. То есть это такая основа, из которой потом перевоплотилась в орнамент, который мы с вами все знаем. Родовые знаки очень обладали таким мощным магическим значением, они оберегали хозяина, поэтому я предлагаю забрать с собой эти подвески. И вот тоже как символ, оберег всегда носить с собой. К слову, к Ночи искусств Ухтинский музей значительно преобразился, часть залов почти не узнать. Особенно разительно изменился зал, в котором открылась новая постоянная палеонтологическая экспозиция «Теплое море Тимана». Авторами проекта стали Ольга Мезенцева и Анастасия Бушманова. У нас в России, в нашем музее, единственный на данный момент макет тетрапода Пармастеги. Это крупное научное открытие сделал Павел Безносов, который сегодня читает лекцию в рамках нашего проекта. И помимо этого можно увидеть очень интересные макеты ихтиозавра, батриолеписа, а также палеоиллюстрации, которые выполнены крупнейшие специалисты нашей страны. Тетрапода нашли на берегу реки Ижмы, что стало действительно сенсацией в ученом мире. Теперь мы можем познакомиться с ним лично в нашем Ухтинском музее. Как и с другими различными палеонтологическими находками, коих в наших краях оказалось немало. Ведь раньше тут плескались теплые воды Тиманского моря, которые населяли невиданные для нас зверушки. Всех деталей в нашем репортаже не раскроешь, лучше сходить на новую выставку самостоятельно и увидеть все своими глазами. Хотя с частью истории наших северных краев и достижениями музея в ее популяризации можно познакомиться и дома. Посредством нового каталога «Солнечный оленелось Тимана». Он посвящен одноименному музейно-туристическому проекту, который рассказывает о Бешмесской пещере, где древние коми совершали ритуалы, и главном божестве – солнечном оленелосе. Конечно, основная часть – это как раз предметы. Задача была именно такая – показать наиболее выразительные предметы из ишмесской коллекции. Эта коллекция хранится как в нашем музее, большая часть коллекции, в историко-краеведческом музее она пополнялась в течение нескольких лет. И один предмет из ишмесской коллекции находится на хранении в Национальном музее Республики Коми. Вот в этом каталоге мы как раз объединили всю коллекцию. Тут же можно познакомиться с мифами и легендами древних коми, узнать об их картине мира, символах, ценностях. Особенность нового издания в том, что оно с онлайн-взаимодействием. С помощью приложения, наведя камеру смартфона на QR-код, указанный в каталоге, можно выйти за пределы страниц, узнать и увидеть еще больше. Особенно приятно, что в каталоге есть ссылка и на работу нашего телеканала. QR-код в разделе «Виртуальный Ашмес» позволит познакомиться с нашим документальным роликом о путешествии в Ашмесскую пещеру.